Автомашина пробила ограждение развлекательного комплекса «Космопарк» в Бишкеке. В соцсетях появились видеозаписи и фотографии, на которых видно, как автомашина врезалась в лестничный комплекс «Космопарка». Судя по видео, перед этим автомашина пробила ограждение и проехала мимо детской площадки. Как сообщили в управлении патрульной милиции, ДТП произошло 9 марта в 6:40 утра. Автомашина двигалась в северном направлении. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомашина пробила ограждение «Космопарка», снесла скамейку, задела дерево и ударилась о бетонную конструкцию. Все массовые культурные и спортивные мероприятия, которые планировалось провести в ближайшее время, будут отменены в рамках мер по профилактике распространения коронавируса, сообщила вице-премьер-министр Алтынай Умурбекова 9 марта в эфире Биринчи радио. Она заявила, что неделю назад были запрещены массовые спортивные и культурные мероприятия. В том числе мы уже запрещаем проведение Науруза, сказала Умурбекова. В Бишкеке 8 марта парни в колпаках и масках разогнали женский марш солидарности. Марш в поддержку женщин и детей должен был начаться 8 марта в 12 часов. Марш должен был пройти по маршруту от площади Победы до театра оперы и балета. Однако перед началом акции неизвестные парни в колпаках прорвались к участникам марша и разогнали их. Затем сотрудники милиции задержали участниц марша. В свою очередь, присутствовавший на акции глава движения Кырчоро Замир Кучкорбаев заявил, что их сторонники не разгоняли митинг. Он отрицает, что члены движения были там. В Бишкеке у памятника борцам революции 10 марта пройдет мирная акция против насилия в отношении женщин. Об этом сообщают организаторы акции. По их данным, мероприятие планируется для поддержки участниц сорванного 8 марта марша, на которых напали неизвестные лица в масках, а потом их задержали милиционеры. Организаторы выдвигают ряд требований. Найти и в соответствии с законом привлечь к ответственности всех лиц, напавших на участниц мирной акции 8 марта, а также найти и привлечь к ответственности заказчиков этой организованной группы. Провести тщательное расследование в связи со случившимся и дать оценку действиям сотрудников МВД. Обязать все государственные каналы, финансируемые за счет налогоплательщиков, прекратить искажать информацию и давать правдивую и сбалансированную информацию.